На сегодня новые обыски в Крыму. Уже, наверное, каждый день мы получаем такие сообщения. Сегодня очередное. Давайте сюжет АТР об этом посмотрим. 7 ранку, мікрорайон Фонтани 5 у Сімферополі. У двір Айдера і Арсена Бекірових заїжджає автозак. Окупаційні силовики прийшли до них з обшуком. У будинку лише мама, 62-річна Ліля Ханум, дружина Айдера і діти. Через непроханих гостей господині стає зле. Они вломились, закрыли ворота и никого не пускают. Мы спрашиваем, хозяйке было очень плохо. Спрашиваем, да, а в чем дело? Все нормально, нам говорят, все нормально. А хозяйке там было очень плохо. Мы вызвали ей скорую. Скорая приехала? Скорая приехала, давление было очень высокое. Нормализовали давление, уехали. Мы не знаем, что там творится за дверями. Ви, напевно, помилилися адресою. Так, сусіди братів Бекірових реагували на ранковий візит силовиків. Кажуть, вони звичайні законослухняні люди. Зухвалий обшук для усіх знайомих. Шок. Не только я, наверное, на этой улице, на этой поле знаю. Совесть чиста, и даже я представить себе не мог, что один прекрасный день мы будем стоять вот здесь и наблюдать вот эту картину, которая как во сне, я не знаю. Что хотят, то творят. Залякати і витіснити з окупованого Криму корінний народ – це основна причина сьогоднішнього обшуку у Бекірових, на думку голови Меджлісу Рефата Чубарова. Российские оккупанты считают, что наиболее эффективным таким механизмом, с помощью которого они будут выталкивать людей из полуострова, это является страх. Как правило, это все осуществляется в рамках предыдущих арестов. В некоторых случаях идут доносы, письма, иногда людей, которых вообще в природе нет. Нічого не знайшли і нікого не заарештували. Так закінчився сьогоднішній обшук на Фонтанах. Силовики не залишили навіть копії постанови про обшук. Тож чому приходили і що шукали у домі Бекірових, так і лишилося таємницею для усіх. Тетяна Сулій, Ельвіна Сейдбулаєва, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Вот как раз там сказал друг человека, которого пришли обыскивать, что вот человек с чистой совестью, мы знаем, вот поэтому и пришли, наверное, что с чистой совестью. Никого не задержали. Цель такого рода обысков. Нет, ну, безусловно, это акция устрашения. Это вот такое специальное беспокойство, которое людям пытаются внушить, что не расслабляйтесь, не пытайтесь жить спокойно у себя в домах, у себя в микрорайонах, потому что вне зависимости от того, кто вы, какое у вас социальное положение, какой у вас возраст или пол, если вы крымский татарин, к вам обязательно могут прийти. И в данном случае, ну, хорошо еще не подбросили ничего, потому что если бы стояла задача там, взять кого-то под стражу и так далее, но они с собой приносят и боеприпасы, и наркотики, и все что угодно, экстремистскую, там, с их точки зрения, литературу. Это не секреты, и мы это видели во многих уголовных делах.